Здравствуйте! В эфире программа «Черное золото», в студии Тимур Бекмурзин. Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа. Знаете, кто сказал? Правильно, Виктор Черномырдин. Экс-премьер-министр страны был не только незаурядным политиком, но и очень остроумным, тонко чувствующим человеком. Оттого многие его фразы и выражения стали крылатыми и, кстати, до сих пор звучат свежо и актуально. Так было 10, 20 и 30 лет назад, так будет и в ближайшей и среднесрочной перспективе. Если смотреть совсем далеко вперед, то мы увидим, что энергетический баланс будет меняться. В общей структуре доля нефти будет постепенно уменьшаться, газа увеличиваться. Потребность в таком топливе, как уголь, будет снижаться более быстрыми темпами. Означает ли это, что Россия, как страна наиболее богатая нефтью и газом, будет терять свои конкурентные преимущества? Конечно, нет. На чем основываются такие выводы? Как говорится, на жизненном опыте и здравом смысле. По прогнозам, в ближайшие лет 5 спрос на черное золото в мире будет расти на 1%, а затем будет снижаться на 0,1% в год. И даже в этом случае у России есть преимущество и стратегическая перспектива. И она заключается в развитии такой отрасли, как нефтепереработка, потенциал которой у нас далеко не раскрыт. Все это можно и даже нужно делать в условиях постепенного снижения зависимости экономики от нефти как стратегического сырья. В этой же логике на свои места встают в общей картине и все остальные пазлы. Такие как декарбонизация, снижение так называемого углеродного следа в экономике, внедрение экологических программ, развитие альтернативной энергетики и так далее. И в этой же логике создание и модернизация отрасли нефтепереработки, повышение эффективности заводов, увеличение глубины переработки нефти. Как это работает на практике? Татарстан и компания «Татнефть» – очень даже наглядный пример. Об этом и не только в ближайшие 15 минут в программе «Черное золото». Не переключайтесь, будет интересно. У каждого своя формула успеха. Раз уж мы обратились сегодня к цитатам, давайте вспомним, что говорил на эту тему Пол Гетти, известнейший американский нефтяной магнат и один из первых в истории долларовых миллиардеров. Его формула «вставай раньше, работай больше и качай нефть». Точно, емко и довольно остроумно, почти как у Виктора Черномырдина. А вот что говорил на этот счет еще один выдающийся управленец и бизнесмен Роберто Гойзуэта. Цитата. «Мы никогда не сможем изменить направление ветра, но в нашей власти поставить нужные паруса. Компании, которые так поступают и делают это быстро, будут самыми преуспевающими в этом мире будущего». Как это верно, особенно в текущей ситуации, когда мир охвачен неопределенностью из-за пандемии. Что делать? Какую выбрать стратегию? Где найти резервы для роста? У Татнефти есть свои ответы на эти сложные вопросы. Мы отправляемся в Нижнекамск на один из лучших нефтеперерабатывающих комплексов России и мира Танека. Здесь на этой неделе произошло очередное знаменательное событие. Кажется, пандемия никак не повлияла на Татнефть и Танека. Единственное, что введены очень жесткие меры поведения работников в условиях распространения коронавируса. Все, что касается масочного режима, дезинфекции помещений, соответствующей обработки транспорта, соблюдения безопасной дистанции и логистики перемещений, все соблюдается неукоснительно. Такая дисциплина и ответственность помогают решать производственные задачи в полном объеме. Поэтому на Танека не только ни на день, ни на час не остановили текущую деятельность и отгрузку продукции покупателям. В компании весь этот год параллельно вели стройку, продолжали готовить к открытию новые объекты. И когда наступил срок, а по традиции Танека в конце года всегда старается отметиться важными пусками, традиции изменять не стали. Но перед этим президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали несколько установок и объектов, уже запущенных, и тех, что Танека собирается вводить в начале следующего года, как, например, установку каталитического крекинга, пуск которой запланирован на 1 февраля, о чем свидетельствует специальный электронный стенд в контроллерной с обратным счетом. В настоящий момент у нас идет сушка реакторного блока и завершают строительно-монтажные работы. Здесь специально вывели обратный отчет для тех выхода
Президент Минниханов детально погружен во все процессы, которые идут сейчас на Танеко. Для республики и для Татнефти это ключевое предприятие нефтеперерабатывающей отрасли. И, как еще раз подчеркнул в ходе визита Рустам Минниханов, комплекс Танеко был и остается образцом того, как должны формироваться крупные производства в стране. 3, 2, 1. В этот день на Танеко запустили очередное новое производство. Рустам Минниханов, Наиль Маганов и Шафагат Тахаудинов нажатием символической кнопки дали старт работе установки гидроочистки средних дистиллятов. Стоимость проекта составила более 16 миллиардов рублей. Новое производство позволяет ежегодно перерабатывать 3 миллиона 700 тысяч тонн сырья. Объем выпускаемого дизельного топлива по стандартам Евро-6 вырастет с 4 миллионов до 7,6 миллиона тонн в год. Несмотря на пандемию, несмотря на все события, которые происходили, экономические, группа компаний «Татнефть» завершает год достойно. И, конечно же, нефтеперерабатывающий комплекс Танеко радует нас новыми объектами. Я хотел бы поблагодарить трудовой коллектив Танеко, поблагодарить строителей, которые здесь, проектировщиков, партнеров наших, ну и тех людей, которые трудятся на этом предприятии. Символично, что пуск нового производства произошел в знаковый для Танеко год. В 2020-м комплекс компании «Татнефть» отмечает 15-летие со дня принятия решения о начале строительства и десятилетие со дня получения первой продукции. Всего за весь период нефтяники инвестировали в Танеко порядка 400 миллиардов рублей. 15 лет, как было принято то историческое решение, и я хотел бы вас поблагодарить, вас, Шафагат Фахазовича, за ту смелость, которую вы тогда проявили. Ну, как время показало, это и оправдано, и сегодня какие бы ни были там вопросы с ценами нефти, мы все равно балансируем, и это помогает нашей компании быть устойчивой. Наиль Маганов отдельно подчеркнул, что Танеко имеет стратегическое значение не только для бюджета Татарстана и отрасли нефтепереработки. Развитие и модернизация комплекса – это дополнительные заказы и рабочие места в десятках смежных отраслей, в том числе машиностроителей, транспортников, нефтехимиков, энергетиков и так далее. Для понимания, для оснащения новых объектов оборудованием и материалами Татнефть ориентируется исключительно на отечественных поставщиков. Их доля сегодня составляет порядка 95%. Что же касается других цифр и планов на будущее, за 15 лет работы Татнефть и Танеко добились выдающихся результатов. Это результаты прошлого года. Глубина переработки – фантастический показатель 99%. Мощность по сырью в этом году будет более 11 миллионов тонн нефти. И выход светлых нефтепродуктов стабильно более 80%. Но задачи на 2030 год еще более амбициозные. Мощность по сырью более 15 миллионов тонн нефти в год. К этому показателю Танеко уже приблизилась. Глубина переработки 99%, выход светлых нефтепродуктов почти 90%. Достойные ориентиры, амбициозные цели, к которым Татнефть и Танеко идут уверенно на благо республики и всей страны. Я не раз сам себе задавал вопрос, в чем причина устойчивости Татнефти. И чем больше узнаешь детали работы наших нефтяников, тем лучше понимаешь, что как бы ни лихорадило мировой рынок нефти и энергоресурсов, у Татнефти есть база, основа, которая дает стабильность и чувство уверенности. Это люди, конечно, профессиональная команда управленцев. Впрочем, есть и другие факторы. Татнефть так строит свою деятельность сегодня, чтобы все меньше зависеть напрямую от нефти, точнее от стоимости черного золота. В компании четко отдают себе отчет в том, что в перспективе 15-20 лет востребованность сырой нефти будет падать, так же, как и упадет спрос на некоторые виды нефтепродуктов. Однако в Татнефти не делают из этого трагедии, а видят свои перспективы в переработке того же попутного газа, в развитии нефти и газохимии, в альтернативных видах энергетики и так далее. А главное и самое важное, на мой взгляд, нефтяники активно и продуктивно вкладываются в образование и развитие человеческого капитала. Результаты этой работы Татнефти мы видим, их просто нельзя не замечать, особенно на юго-востоке Татарстана. Настало время нам переместиться туда, тем более, что для этого есть замечательный повод.
Весьма символично, на мой взгляд, что по соседству с главным офисом компании «Татнефть» находится и этот общественный центр, который называется «Альмет». Ведь именно нефтяники сегодня являются инициаторами многих позитивных изменений в городе, создания комфортных зон отдыха, центров притяжения общественных пространств. А это, наверное, самый главный центр притяжения. Центр притяжения в самом центре Альметьевска. Где ему еще быть? По задумке заказчика «Татнефти» это не просто очередной развлекательный комплекс в центральной части города. Это уникальный культурно-образовательный проект. И принципиально важно, что преобразилось все общественное пространство вокруг, в которое идеально вписался общественный центр, заменив здание бывшего городского универмага. А вместо бывшей стоянки «Татнефти» появился парк и сквер для всех горожан. Архитектурный стиль был разработан московской мастерской. Ее руководитель Никита Выходцев говорит, что фасад здания – это такая стилизация геологического разреза нефтеносных пластов. Однако важно было построить не просто внешне красивый объект. Важно было вдохнуть в него жизнь, сделать функционально богатым и разнообразным, удобным для посетителей. Другая сверхзадача состояла в том, чтобы создать людям максимально комфортные условия. Общественный центр в этом плане как еще один индикатор нового качества жизни жителей Юго-Востока. Большинство людей хотят жить в маленьком городе. И качество жизни этих горожан никак не отличается от большого города. Это основная мысль. Это основная мысль. И отдыхать, и учиться, и работать на третьем. И здесь ведь это и рабочие места просто для жителей города. Посмотрите, вот, ну, девочки, вот официантки или те, кто-то, они, ну, как, вот ты не можешь понять, это девочки, мы сейчас вот пришли в Берне, где-нибудь сидим в кафе, или в Альметьевске. Несколько этажей действительно уникального общественного пространства, где каждый посетитель, и взрослый, и ребенок, мог бы найти для себя что-то интересное, познавательное и полезное одновременно. Короткую экскурсию по главным локациям центра для журналистов проводит лично генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Только в центре Альмет можно познакомиться с одной из крупнейших частных коллекций музыкальных инструментов мира. Особое внимание на выставке уделено инструментам тюркских народов. Это будет еще одна источник притяжения на юго-востоке и в Альметьевске, которая будет интересна. Особо интересно, конечно, это вот эти все инструменты тюркские. Их здесь разные оценки по разному количеству, от 100 и больше до 200. Вот у нас татары в селах именно на такой думбре играли, и ее звучание очень подходит под наигрыш, под старинные татарские мелодии. Я вот сейчас продемонстрирую. Одна из приятных особенностей этой выставки, этой экспозиции, то, что ко всему можно прикоснуться, в том числе и руками. Вот эти старинные костюмы, их даже можно примерить, сфотографироваться в них. И все инструменты, они находятся не под стеклом, к ним тоже можно прикоснуться, поиграть на них, и это очень хорошо. Еще одна, если так можно выразиться, фишка выставки – рояль, принадлежавший одному из величайших композиторов 20 века Дмитрию Шостаковичу. Вот это, на мой взгляд, очень оригинальное место общественного центра. Экспозиция называется «Выставка одной картины». В данном случае это картина Франческо Убертини «Мадонна с младенцем». Очень известная картина, подлинник. А когда люди будут жить среди этой красоты, у них будет возможность постоянно прикоснуться к чему-то красивому, поверьте, они станут лучше. Про многие зоны этого центра можно смело говорить уникальное место, не имеющее аналогов. Тот же интерактивный научно-познавательный центр «Альметрика». Уверяем вас, такой экспозиции в таком формате вы не увидите нигде в мире. Дети в восторге, так же, как и взрослые. От буквально младенцев, которые действительно ползают по экспонатам, до профессоров. Это действительно так и было. К нам пришел профессор МГУ со словами: «Так вот оно как, а я студентам объясняю». Я, правда, не знаю, что он имел в виду, но это действительно был живой профессор. Еще один, можно сказать, ключевой образовательный элемент общественного центра – Академия Digital, где все желающие могут приобрести навыки в области компьютерного дизайна, графики, фото и анимации. Для нас, для нефтяников, компьютерная графика очень важна. Потому что все, с чем мы работаем, это под землей, и там нужно работать образами. Как раз освоив, получается, эти профессии, наши получается, слушатели, не покидая наш город Альметьевск, могут работать, не выходя из дома. Перечислить, а тем более показать все зоны центра Альмет просто не хватит времени в коротком репортаже. А это лингвистический центр, опять же уникальная фотовыставка летчика-космонавта Сергея Рязанского, строящийся многофункциональный концертный зал,
Но после энергичной прогулки как не заглянуть во вкуснейший ресторан, первый в республике, открытый по франшизе известного московского ресторатора Аркадия Новикова. У журналистов в этот день была счастливая возможность поговорить с Аркадием Анатольевичем по скайпу. Здесь город, он развивается. И я смотрю и новые здания, и что-то новенькое, и магазины. Ну, как бы, несмотря на то, что население Альметьевское, я так понимаю, где-то в районе 150 тысяч человек, очень город развит, очень хорошо. Я расскажу своим одноклассникам, чтобы они сюда сходили, посмотрели, удивились. Под впечатлением, тем более это так рядом. Большое спасибо Татнивце. Это была программа «Черное золото» на ТНВ. Всего вам самого наилучшего и по традиции. Удачи в делах и финансового благополучия. До свидания.